В историческом парке «Россия. Моя история» торжественно открыли региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Дело в том, что это полностью филиал федерального центра. 42 штатных единицы открывается. Содержание полностью за счет федерального центра. Или благодаря поддержке федерального центра приобретается различное оборудование. То есть вы знаете, что Василий Сергеевич подписал соглашение буквально во время чемпионата по проведению снайпинга. И приобретается одежда, приобретается различное спортивное оборудование. В том числе со стороны республики мы выделили порядка 180 миллионов рублей тоже на материально-техническое обеспечение. То есть сейчас это будет производиться через Центр юные якутяне. Наши ребята прошли обучение в Тюмени. 3 месяца получили удостоверение и теперь являются официальными тренерами, воспитателями Центра «Воин». Этот центр направлен на военно-патриотическое воспитание молодежи. Он работает по типу нашего Малой академии наук, только в сфере военно-патриотического воспитания. То есть мы работаем сменами круглый год. Мы сейчас откроем центр именно в городе Якутске, но филиальная сеть будет покрыта тоже в том числе и в районах республики. Центр «Воин» становится важнейшим звеном государственной системы воспитания подрастающего поколения на основе традиционных ценностей. Специальные программы центра дают возможность ребятам освоить военно-прикладные дисциплины, научиться работать в команде, подготовить себя к служению Отечеству на любом месте учебы или работы. Директором регионального отделения Центра «Воин» в Якутии назначен народный депутат республики, командир батальона «Барс-2» отряда «Ботур», кавалер Ордена Мужества Василий Егоров. В рамках торжественного открытия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Центра «Воин» в Якутии и ведомствами и общественными организациями республики. Курсантов и инструкторов Центра с открытием отделения тепло поздравил Герой России Александр Колесов. На самом деле хорошо забытое старое. В Советском Союзе мы помним, что патриотическому и военному воспитанию молодежи очень уделялась большая роль. И в школах был такой предмет начальная военная подготовка. Проводились подготовка среди старшеклассников, полевые выходы, потом учебных образовательных учреждениях подготовки были в постоянной основе. Да? После развала Советского Союза это потихоньку начали смещать. И восполнять этот вакуум всякими псевдоценностями западных стран, западных культур и так далее. Но сегодня мы видим, что актуальность она сохранилась. В нашем народе, в нашей молодежи есть потребность именно такого рода направлению работать, да, патриотика, военная составляющая. И это на самом деле очень здорово. Очень рады, что у нас в Якутии наконец-то открылся этот Центр «Воин». Будем с ними сотрудничать, плотно работать и заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения вместе. В 2024 году региональные отделения Центра «Воин» одновременно открываются в 10 субъектах Российской Федерации. В течение нескольких лет филиалы Центра «Воин» появятся по всей стране. Нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину руй! Айхал! Руй! Айхал! Руй! Айхал! 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 В Якутии появилась выставочная экспозиция, посвященная столетию правосудия, которая развернута в историческом парке «Россия. Моя история». Ровно 100 лет назад власти молодой республики приняли решение создать учреждение, которое специализировалось бы на рассмотрении гражданских и уголовных дел. Изначально, с момента учреждения главного суда нашей республики, целями и задачами было с учетом специфики нашей республики, которые сохраняются и на сегодняшний день, да, поскольку мы самый большой субъект нашего государства, у нас очень
очень сложная транспортная схема, небольшая плотность населения, но тем не менее те функции, которые возлагаются на суды республики, на мировую юстицию, на судей районных городских судов, на Верховный суд республики, который имеет на сегодняшний день 3 коллегии, которые специализируются на рассмотрении административных дел, гражданских дел, уголовных дел, все-таки справляться с их непосредственными обязанностями. И на сегодняшний день мы должны сказать о том, что республика достаточно достойно занимает место среди судов Дальневосточного федерального округа и 9-го кассационного суда общей юрисдикции. Поэтому все не стоит на месте, все развивается, растет, но изначально с момента создания и образования Верховного суда нашей республики и на сегодняшний день главной и приоритетной задачей это остаются законные обоснованные решения, которые еще и должны быть обязательно справедливыми. Поэтому верховенство права и закона, они всегда, конечно же, незыблемы. И плюс ко всему, конечно же, судебная власть показала о том, что на сегодняшний день она отвечает тем требованиям, когда суды должны быть компетентными, независимыми, самостоятельными, ну и еще раз позволю себе повториться, конечно же, справедливыми. История главного судебного органа республики началась с приказа Наркомата юстиции Якутской автономной Советской Социалистической Республики, которым 100 лет назад на территории молодой республики был учрежден главный суд Якутской автономной Советской Социалистической Республики, впоследствии переименованный Верховный суд Республики Саха-Якутия. В Верховном суде тоже стараемся поддержать традицию, чтобы наши люди, которые проработали до нас, с нами, после нас, тоже показывали по всей республике. Мы информацию хотим довести до простых людей, что есть такой суд, что у нас есть своя история. Мы тоже хотим, чтобы наши судьи, которые проработали у нас в нашем суде очень много лет, они были тоже достойно отражены в истории нашей республики. Дело в том, что в техническом отношении мы, конечно, очень поднялись, потому что то, что мы писали рукой судебные решения, приговора, там по гражданским делам решения, мы все писали рукой. Например, у меня практики, человек дело рассматривает, уголовное дело, да, потом ночью он идет, люди идут отдыхать, а мне надо составить переговор, которое я рассматриваю. Я сижу ночью и пишу. И вдруг в конце, когда у меня заканчивается это листок бумаги, я могу ошибиться. А мы не имеем права вычеркивать. И так ставить скобки всякое. Переговор должен быть составлен рукописно, без помарок, потому что от нас так требуют. Поэтому ты листок бумаги пишешь, и в 90-х годах у нас проблема с бумагой была. Мы на обратной стороне тоже писали. И вдруг целый лист составляешь, и напоследок там неправильно, ошибки допускаешь. Приходится все обратно переписывать. На выставке исторического парка «Россия. Моя история» вы узнаете столетнюю историю развития Верховного суда Якутии.
Но Светлана Петровна включила разведчика. Срочно продиктуйте номер вашей карты, чтобы могли перевести деньги на безопасный счет. Звякнув в банк сама и положила трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку, без разговоров.